Время идет, время теряется. Потому что все сказал, садись, я вас спросил, кто начнем с того. Мероприятие, форум, всем объясняю. Форум это не конференция, форум это собрание всех краеведов пределов возможного России. Здесь на сегодняшний день зафиксирована была целая мучада. И Киев Веряпан пишет, из них 120 из Российской Федерации, давно были 800 из Башкирии. По моим данным, где-то 70 человек пока. Да. Ну, практически основная часть Российской Федерации кандидатов, где-то в сигарских кандидатах по состоянию. Кто-то руку сломал, кто-то заболел, кто-то коронавирус и так далее. Коллеги. Программа есть, всем хватит, потом раздаточный материал будет, очень много книг мы привезли. И здесь и стратегия, и книги по татарам, здесь и подарочные, будут награды завтра. Не всем, конечно, большинству, некоторым. Так, дальше я решил сегодня попробовать начать первый раз такой опыт. Сегодня выставка у нас получилась с экспромтом, это тоже неплохо. Все, кто мог, привез Китаплар, Кирделер, все основные книги, изданные в регионах Российской Федерации, исторически компактное образование татар. Здесь и Татарстан, здесь и Пермь, здесь и Челябинск, здесь и Разногаево из Татарстана, здесь и Пенза есть, здесь и Сибирь, Омск в частности. Кто как мог привести, к сожалению, местной башкортостанской мало, к сожалению. Так, может быть, информация не дошла сегодня. Так, у нас два мероприятия мы сейчас начинаем. Первое, это, значит, у нас первый, мы сейчас проводим, открываем эту выставку, формально будем говорить, и икенчесе, без был презентация нескольких книг. Кто-то, если кто-то захочет по этим книгам, то расскажете. Учетом некоторых технических личностных факторов, первое слово я сейчас дам представителю Башкортостана. Секундочку. Мы несколько книг, авторы, вот, например, Найли Дрисер принес 30 штук книг, завтра подарит часть, сегодня он тоже представит свою книгу. Значит, книга из Омской области сейчас, уважаемая Найля, отчество забыл, Фазыловна. Я давал, значит, вы знаете, суть такой, этап Армена Тайчи, вот я просто эту книгу хорошо знаю, потому что мы моим коллегам писали рецензию. Это для Омской области, для Сибири, можно сказать, одна из первых книг такого формата, серьезная. Книг много выходит разных, но вот эта книга обоснованная к научному уровню, очень хорошая. Сама она специалист, много сейчас работает в институте Арктики, Салихарди. Филиза Патруна Харадина. Потом мы недавно в Перми проводили презентации нескольких книг по военно-патриотической теме, татары в защите участников Великой Отечественной войны. И Найлавый, он родом из, вот его книга, он выпустил 2 тома, я сейчас покажу эту книгу. По крайней мере, вот эти книги сейчас заявляем, а потом дополнительно кто пожелает. Еще, я думаю, пензенцы свою книгу представят, они собираются издать 6 или 7 томов по истории татар Пензенского края. Первый том я с удовольствием прочитал, он здесь представлен. Первый том посвящен целым татарам, второй том будет посвящен истории татарских сел. Это очень правильный подход, и это хорошие примеры. Так, сразу предупреждаю. Я уже не стал представлять свои книги, только несколько. Мы издаем тоже большие сборники каждой конференции. И вот до этого 4-й форум у нас был томский, вот мы такой издали.
Форум я не зря начал говорить, это не конференция. Конференция предполагает выступление всех, кто приезжает. 20 минут, 15 минут. А форум представляет собрание всех для обсуждения многих вопросов. Но при этом мы внутри включаем как форма конференции. То есть это будет пленарное заседание, это круглые столы, если так это возможно, зависит от приема местных возможностей. Дальше, кроме этого, у нас секции. Мы планировали, конечно, 4 секции. У нас получилось 3 секции, потому что с залами проблема была. 4 секции, но мы 1-я и 4-я секции объединили. Поэтому завтра будет 3 заседания 3 секций. 1-я секция будет, если не ошибаюсь, здесь. 2-я будет в парламенте в большом зале. 3-я будет, как называется, сенатор, что ли, зал. Или это сенатор, один канцлер. Вот, МНСБ. Дальше, вот сразу предупреждает, все, кто попал в пленарное, это одно, там вопрос пленарного выступления не я гуманитар, кто завтра мне еще объясняет, чтобы никто не обидался, обиженных будет всегда много. Вашаган Бельмит, Бураган Беля, очень трудно организовать, помощников мало, всех только требуют, я самый великий ученый, я самый крепкий краевед, я обижен, мне вот комнату такую дали, мне такую дали и так далее. Таких претензий всегда будет, и даже жалоб будет очень много. Вот хвалить мы друг друга очень плохо делаем. Почаще надо хвалить и поблагодарить. Вот это моя просьба всем. Так, дальше. Вот это сборник, такой же сборник мы будем собирать после форума. Все участники, которые заявили программу, кто-то по случайности не попал или хочет дополнительно, Аллах в обязательном порядке войдут вот это такой небольшой, даже может больше сборник. Финансирует основном всю эту работу книги и даже форум проживания председателя Всероссийского общества государственных краевед, многие его подзабыли немножко в последнее время, Камиль Алимович Абриазов. Он сам из Саратова, здесь живет в Уфе, и он финансирует полностью все это. Форум практически, ну и, естественно, при поддержке Всемирного конгресса общества краеведов. Вот это такая работа ведется, сборник будет готов. Все материалы, информации, программы здесь есть приложение, программа будет уже в 200 штук, всем хватит. И там указано, каким образом все это делать. Сейчас я непосредственно перехожу в презентацию. Значит, так как мы находимся в Республике Башкортостан, в Башкортостане местные краеведы, татары, башкиры, марийцы, удмурты, которые здесь живут, они активно исследуют свои истории сел. Мы годика 4 тому назад проводили здесь форум, 2-й форум в Башкортостане, всероссийский, и тогда мы вот нельзя подрезать, дали такую брошюрку. Вот, насколько я знаю, эта брошюрка сыграла положительную роль, как писать книгу. И вот, значит, Филиза Патлиза Харисовна Ишбулатова, девичья фамилия Занятина, вот она сидит, многоуважаемая, заслуженный учитель Республики Татарстан, она в Кимарстан где играет? Нет, надо. Она, во-первых, совершила хадж в Мекку и Медину. Окончила Российский исламский университет Уфи. Она учитель, почетное звание заслуженный учитель, отличник образования Российской Федерации. Продолжает преподавательскую деятельность, начатой 1996 года, 1906, является организатором и преподавателем курсов по изучению основ ислама, истории Волгоградской, преподаватель мечети Яля Припара. Немножко болезненная ситуация. Пакильде, завтра мы ее еще отметим, ее труд. Вот она такую хорошую книгу представила. Я думаю, будет правильно. Географикова нет, к сожалению, редактора. Значит, uzrešili smo brojku. Так, min bu kitaplarla beklenan Arapçada, Kopçada, manda bu kitapların meselesi var. Birinciden bu kitap учетом научных требований сделана. Очень неплохая, хорошая книга. Her kitapның minusları da var, plusları da. Plusları bu kitapta. Birinciden bu написано Утряк-Баш, татарское село. Это Ишбулат, значит, родом Ишбулата, значит, основатель села. Значит, история книги, автор что сыграл здесь? Во-первых, она дает очень хорошую историю района. Краткий подвиг, правда. Но потом, что впервые для меня это было приятно, как профессиональный археолог, книга начата археологических памятников деревни Утряк-Баш. Здесь древние даются, золотоордынские погребения, могильник,
Потом дается численный национальный состав жителей по ревизиям. Это тоже хорошее дело. Такие вещи очень интересные. Дальше пишет о сословиях. Мещеряки, Тевтяли, в частности, имеет отношение. Я даже посмотрел, здесь соседние села есть, цифровые данные. Ну и потом приводится очень много материалов по переписям России 1917 года, по Аргада еще предыдущих старых ревизий. И вот по ревизиям многие материалы даются, потом даются конкретно основатели, биографии, какие выдающие личности здесь были очень много в деревне. Генерал Хаджи Ахметович Булатов, в частности, вот. Герой Советского Союза. Мы да, очень про Великую Отечественную войну. Современных героев. Стихи даже есть про село. Эта книга, она ближе научно-популярна, но при этом основана на научных материалах. Достоверная книга, здесь факты. Если такие книги будут выходить в каждом селе, у нас многие вопросы автоматически ответят. Какие вопросы вы догадываете? Мы сегодня собрали свой замок на харизму. Будьте добры. О дружбе народа. Не ссоримся ни с башкирами, ни татарами, ни малицами, ни русскими, ни евреями, ни альбертами, ни другими. Мы говорим о роли каждого своего народа, которую он играет. В частности, мы как представители татарского народа, мы должны говорить о роли татар, в частности, в Башкортостане, Татарстане, Оренбургской области, Волго-Уральском целом регионе, Российской Федерации. И, исходя роли этого нашего большого народа, будем определять, как мы будем взаимодействовать с нашими соседями. Вот поэтому передал пану Китару, Ивану Кулчаверу. Bu kitap Йогарга влиять не увидел. Не было никаких мыслей, что я когда-то в жизни напишу книгу. Не было такого. Я учитель математики, задачи решала, преподавала и так далее. Но когда уже вот возникает потребность составлять родословные, все началось с родословной своей семьи. Начала составлять родословную свою семью, пошла в архив. А там одну семью находить очень сложно, проще найти всю деревню. Поэтому вы, если пойдете в архив, сразу возьмите материалы на всю деревню. Все данные. Потому что там составил родословную своей семьи. Моя бабушка говорит: ой, посмотри мою семью, посмотри, родственница приходит. И вот пошло-поехало. И поэтому, когда я вычислила, получилось так, деревня Удрябаш, Благоварского района. Это где-то 110 километров от Уфы, если на машине поехать. А если напрямую, то, наверное, еще короче. То, значит, по дороге Армедьевск 20 километров к югу. И все. Так не так уж далеко. Благоварский район, после Чечнинского района. Дальше идет Гуздянский район. Дальше уже Приморский и Татарстан. Поэтому вот книга «Наша деревня», когда начала составлять, основатель Ишпулат начала выяснять, получилось 80% жителей деревни с этого рода, от Ишпулата. Поэтому выделять, искать одну семью, это сложнее, чем всю деревню. Надо все. Там они очень взаимосвязаны. И получается, что в деревне вот 80% жителей, хотя они носят разные фамилии. И все они, значит, представители, если бабушка конторы Мещерякский, то Мещеряк может быть там начальником конторы, если башкирский, то башкир только должен быть. Где-то я это читала. Но вот у нас вот это нарушено. Значит, наш этот Исхак Дихамир Ишбулатов, он оказался, был назначен начальником конторы. Там ее надо. Çocuklarımla duvarlarla minimde ilişkilerin ikinci dünyaya düştüm. Мне bu dünya mindeleri zikireydi. Şunun için neyse diye anlatak. Дух предков держишь. Вот эти бабайlar порухар, эти emiler порухар. Bir güçlü enerjiyle. Мне не позови.
одна книга, работаете, это планомерно, так все находится в часа. Вот я был в деревне из Китавла, да, Алия Иванович. Я в этом году в этой деревне, как то, что Алия Иванович, это вызвано просто. Более 100 камней, 4 районов я просмотрел сам лично, фотографировал, когда меня готовы сборника, и так смотрел вчера. На районах есть деревянные, это все капитаны, на Буйте, район Аулда, Пемазда, но такие капитаны ЧГУ, вы знаете, все решили. Поэтому есть вопросы. Вы уникальный человек, ему всего 89 лет. Я говорю всегда, Да, давайте, наверное, не торопитесь. Она вот, дорогие чарады, он профессиональный работник нефти, газа, сам нефтяник, очень много сделал, и человек с возрастом приходит, у нас говорят, миром управляет технари, нефтяники там, возрастом приходит, когда деньги появляются, все становятся историками, хотят быть историками. Иногда меня что-то раздражает. Китап делается на всякий ряд, материал главный понял. На Айлабей пришел сам, тоже такой, и начал изучать язык для России. Говорите, Китабу, узе, Каматаманда, Ватабавала, Фуначатан, Татарстанда, Клянчи, Вениганову, Клянчи, Шунау, Вашапахта, Жирмичила, Туанар, Кикенар, Башкортостан, Алтай, Казахстанда, Юрчукандарда, әкесі үйленшелерді перед своим смертью деп айтайын, айтқан, ұлын, сен мына Татарстанға қайтасың, бүтін туғандарыңа алып қайтасың. Ана бірінші китабын шыққан қой, екінші китабында мен рецензия жазып «Возвращение на родину предков». «Возвращение на родину предков» мен рецензия владетым. Счастье обрели в Татарстане на родине предков. Наиловый, Уфимец коренной, родился Кондрат, да? Да, Кондрат. Вот, короче, Наиловый сильно разбирались, и там туда... я в Уфе, я в 1933 году, Пушкин, Урама, Раздом, жили мы, Гафурей, Урама, Севец, и Капатла, деревянный дом. Гафури 48. Я там родился, рос, делал. Я самый богатый человек. Пол Уфы у меня родных. Вот здесь они рядом сидят, все наши уфимцы. Пол Казани родных. И когда я начал копать, в 1740 году Нигмет, написано по-русски ревизия, Нигмет, Ягимет, я золотая Нурща, Нигмет, Нима. У него сын Сайдаш родился. Галеевы в Уфе, как был он купец второй гильдии, а первой гильдии Галеевы, так и его продолжатели здесь работают. Вот Шамиля нету Галеева, Фарид, Фаид, Фердинанд, все. Здесь каждый из вас может найти Равиль, Амир, Ильгиз и построить свое древо, начиная с 1740 года. Вот это вот коротко. Ага, Рахмат. 500 Когда вы завтра еще выступите? Да, 500 человек. Первая мысль – поехать в Клянчеево. Когда работаешь, конечно, в деревню свою. В свою деревню. Как поехать? Когда работаешь, нету времени. Охота на Черное море съесть, детей отвезти и так далее, и так далее. Но вот, когда вышел на пенсию, поехал в Клянчеево и там раскопал. Старший брат отца, не Сайдашев, а спросили, когда родился, чей сын это? Ибрагимов. Улы. Ибрагимов записали. Чей это сын Сайдашев? Искать стали. Нашли предка Сайдашева, записали Сайдашев. И так вот две разные фамилии в одном. Но 500 человек, семей наших, я раскопал, сколько в войне участвовало, кто где был, все это. Даже в Томске нашел нашу родню,
случайно она шла и говорит: кто из Клянчеева, кто из Клянчеева? Я говорю: мои предки из Клянчеева. Оказывается, в 21 году они от голода ехали, мать ее ехала вместе с нашими родными, вместе семейные, и спасались от голода. Они в Томске остались, она, это внучка уже, внучка. И вот так познакомились и переписываемся. Наши родные корни идут с русскими смешались, с татарами, с башкирами, с литовцами, эстонцами, канадцами, в Америке, и последние данные в Австралии есть. В общем, можно много и долго говорить. Первая мысль родилась: где наши родные, почему мы не знаем их корни? После этого стал я изучать, где отец воевал, куда ездил, где работал. Оказалось, у нас до трудовых книжек были трудовые списки. Цурюпа сделал, а у нас в Уфе улица Цурюпа. Я думаю, как это попалось? Оказывается, вот. И так далее. В общем, очень интересное древо. Я всем раздавал, посылал письмами, и книги раздавал, и сейчас буду раздавать. И завтра будете раздавать. Да. Так что работа очень много и интересная. Я желаю каждому, чтобы древо было у вас, в каждой семье. Это нужно для внуков. Это большой пример, как писать надо про родословие. Моя землячка из Челябинской области. Профессор. Банальнейший срок. Зачем все это? Ради чего и кому все это надо? Народу. Тихо, тихо, ответ я вам. Тихо, все нормальный вопрос. Это надо моим родным. Все. Многие живут на одной улице в Казани, живут трое, и они не знают, что родные, что корни у них сайдашевские. Вот для чего это надо. Я их соединил. Они сейчас в гости друг к другу ходят. Я профессиональный этнограф, историк. Последние годы живу в Малдинском автономном округе, город Салихард. Работаю научным сотрудником сектора культурной антропологии, научный центр изучения Арктики. У меня обратная ситуация, когда я не краеведческие материалы переводила в книгу, а научные статьи, публикации, которые у меня были по теме моей деревни, мою дипломную работу переводила в формат книги и в более доступной форме попыталась рассказать своим землякам о истории деревни. В прошлом году, летом, по самым скромным подсчетам, деревня исполнилась 300 лет. В чем уникальность самой деревни? Она находится на севере Омской области, от города Омск 450 километров. Деревня татарская, но в ней преимущественно проживают потомки казанских татар, которые после голода переехали в Сибирь. Есть несколько родов сибирских татар, есть потомки бухарцев, которые во время миссионерской деятельности приехали на Сибирь. И вот это сплав, этот состав уникальный. Говор, потом сейчас больше чувствуется шасские роды есть. Но тем не менее, деревня существует, деревня живет до сих пор, и я как историк начала ее рассказывать вот археологические комплексы. У нас курганные комплексы, средневековые, есть поселения, воспользовалась этими данными, включила фольклор, как местное население рассказывает историю кургана, потому что легенды, конечно, отличаются от официальной истории, но тем не менее они очень интересны. То есть здесь рассказ, варианты создания деревни, потому что первые люди значит еще на картах не называли. Как менялось название, как менялся состав, численность населения, чем они занимались. Деревня была очень богатая, до репрессий, до раскулачивания, они были мастера по ювелирным изделиям своими, свои лавки, торговые пути были
внутри школы. Мы пытаемся всегда помнить, что мы часть общего татарского народа и всячески пытаемся закрепиться, укрепиться, пытаемся прийти в Казань, связь пытаемся поддерживать. И большое внимание я попыталась уделить тем людям, которые родом из нашей деревни, нашим землякам, которые являются примером для молодого поколения. Например, сейчас ныне покойный Ильнар Латыпов, наш земляк, он был паралимпийцем, принимал участие в Паралимпийских играх. Для нас это большой стимул, для наших ребят, что человек из деревни может вырасти. Очень много военных, которые сейчас служат, имеют ордена, награды, участвуют в боевых операциях. Поэтому хотелось именно показать молодому поколению, что у нас богатая история, у нас интересные личности, и дать стимул для того, чтобы деревня процветала. То есть дальше мы граничим с Тюменской областью, это именно Северомской области. Но часть временно уезжает на заработки. Сколько из них знает свой родной язык? Все знают. С детства мы говорим дома на родном языке. На улице деревни на родном языке. Учить, как это они так сумеют сохранить свой родной язык. Меня вот, например, как специалиста по национальной политике, я краевед, но я совсем не очень знакомая, говорит, знаете, меня, например, волнует самое главное, вы прекрасно знаете, нет языка, нет нации. Сохранились или нет в 21 веке. Вот что меня. И вот когда я слышу, что они все знают родной язык, я вообще рот открываю. Рахмат. У нас уже 3 книги. Я бы Узлар, потом Узлар, потом Узлар, да? Мы могли крататься, иногда меня Шарля, Шарля, и нужно это что посмотрим на Кулауна, значит, миллион Кулауна, Джеговна Пранчил, даже как нас вроде как Пранчил, это 100 лет тому назад, он дед, значит, от голода, хотел прокормить своей семье, уехал в Урал, в Пермске добрался до Перми, и там потерялся на Зипе. И я, так сказать, тоже пошел по этому, поскольку в Татарстане, прекрасно, ребята, те времена совсем другие условия, в Татарстане невозможно было жить, и все татары уезжали, шаты, ПНД, а в Пермском крае можно было жить. Я тоже уехал, начал работать в 19 шахте, и потом, когда стал заслуженным шахтером, пошел на Волгу, меня заинтересовало, значит, вот, можно сказать, понимание, приехала Саратов с концертом, Борис культуры, чтобы прийти, а вот татар собрать, никто не хочет, и никто не может никакой концерт. Я так собрал. Молодец. Ну и потом я, так сказать, знал отношение нашему народу, откровенно говоря, не такое справедливое отношение, я, поскольку там все буду попасть, ниже, значит, Первые 3 ревизии, это есть дневные списки в этих ревизиях, в этих документах. В 4-й ревизии, к сожалению, не сохранились материалы, дневные списки жителей, так как они зараз должна однозначно очень цифры. Да, но потом бывало жителей.
как начинают быть в этом произведении. Главная актуальность произведения то, что здесь показано именно этнический состав. Тот, кто проживает в этой